Хангаласском улусе стало традицией ежегодное проведение улусных конкурсов по изобразительному творчеству среди самодеятельных художников. В этом году конкурс «Нам жить и помнить» посвящается 75-летию победы в Великой Отечественной войне, ставшей символом героизма нашего народа. С каждым годом уходят от нас живые участники войны и труженики тыла, но историю Великой Отечественной войны мы должны сохранить для потомков. Студия самодеятельных художников Аяркут Немигюнского наслега реализовала проект «Цветы на холодном снегу», рассказывающий о трагической судьбе 8 студентов-хангаласцев из якутской студии Ленинградского театрального института, разделивших участь жителей блокадного Ленинграда. Идейным вдохновителем темы проекта является краевед Прокопий Романович Наговицын, а наставником и организатором мероприятий по проекту Ильина Лидия Павловна. За основу проекта взято произведение бывшего студента Ленинградского театрального института Георгия Борисова «Воспоминания участников событий военных и послевоенных лет, однокурсников, близких друзей, родственников». В ходе поисково-исследовательской работы самодеятельные художники познакомились с родственниками и близкими людьми бывших студентов, артистами, учеными, посетили театры, выставки, семинары, конференции. В результате полугодовой работы немигюнскими художниками собран богатый материал о 8 студентах, написаны 9 картин в форме свитков на холсте. Авторами картины «Возвращение» являются мать и дочь Борисовы. Елизавета Михайловна и Анна Семеновна запечатлели жизнь и творчество кровного родственника по отцовской линии Георгия Ивановича Борисова. Глава семьи Семен Афанасьевич Борисов является внучатым племянником прозаика и журналиста. Картина написана, основываясь на реальных событиях с 1940 по 1956 годы. Герой картины Георгий Иванович родился 4 марта 1918 года в местности Чаран 2-го Малтанского наслега Западно-Кангаласского улуса. В 1938 году окончил факультет русского языка и литературы Якутского учительского института. В августе 1940 года поступил на первый курс режиссерского факультета Ленинградского театрального института имени Островского. В мае 1941 года по клеветническому доносу был арестован. В течение 15 лет находился в лагерях и ссылке, отбывал сроки в тюрьмах и лагерях в разных городах России. В Красноярске Георгий Борисов знакомится со своей будущей женой, 17-летней Клавой Ивановой Пустошкиной Клавдией Павловной. После реабилитации работал в сфере культуры, сотрудником молодежной газеты «Эдер Коммунист». Главный литературный труд Георгия Борисова – серия документальных книг о своей тяжелой судьбе. В них он в яркой художественной форме показывает трагическую судьбу своего поколения. Осенью 1956 года вместе с женой Клавдией вернулись на родину, по приезду в Якутск остановились у двоюродного брата Афанасия Дмитриевича Борисова. До конца жизни братья поддерживали друг друга. В семейной библиотеке брата, как реликвии, хранятся дарственные книги Георгия Борисова с автографами. Ильина Лидия Павловна в своей работе «Благословление и корабль поднимет» рассказывает о Вере Дмитриевне Павловой, которая родилась в зажиточной семье Павловых в местности Эргис Западно-Кангаласского улуса. В годы гражданской войны семья перебирается в Якутск. Вера с детства мечтала стать актрисой, и в 1940 году ее мечта осуществляется. Девушка поступает в Ленинградский театральный институт. Начинается студенческая пора в красивом городе.
Якутских талантливых студийцев преподаватели ставили в пример студентам всего института. Не было предела их счастливой студенческой жизни. Наступает 22 июня 1941 года. Страшная весть о войне. Ребята уходят добровольцами на фронт. С сентября начинаются ужасающие 872 долгих дня блокады. Раздача хлеба 125 грамм по карточной системе. Постоянные бомбежки, воздушные тревоги, работа на баррикадах. Но несмотря на голод и холод, студенты продолжали учиться. На руках у Веры умирают Гоша Чусовской, красавица Таня Монастырева. От тяжелой болезни умирает Миша Климентов. 26 февраля 1942 года 8 студентов получают эвакуационный листок. Гуляева Анастасия Николаевна и Александрова Туяра Геннадьевна запечатлели в своих полотнах Борисову Пелагею Дмитриевну, уроженку Малтанского наслега. Пелагея в 1940 году, пройдя строгий отбор комиссии, становится студенткой Ленинградского театрального института. С первых дней войны в блокадном Ленинграде между учебой и практикой вместе со студентами копала противотанковые рвы. В свободные часы помогала медсестрам, писала письма родным раненых бойцов. Молодые девушки устраивали концерты раненым солдатам, а Полина своим красивым голосом пела песни, читала стихи, монологи. Весной 1942 года колонна грузовиков отправляется в тыл через Ладожское озеро по дороге жизни. Среди эвакуированных была и Полина. В длинной дороге, изможденной голодом, больной девушке становится плохо, и ее снимают с рейса. Отстав от колонны, едва пролечившись в госпитале, встречает фронтовика, земляка Василия из Таткинского улуса. И они вместе собираются в далекую Якутию. По дороге домой на пароходе мобилизованный солдат как мог ухаживал за больной девушкой. На причале в Даркалах девушку встречает отец. Пассажиры со слезами на глазах провожали больную, исхудавшую спутницу, которую вынесли на носилках. Молодое здоровье за полгода оправилось. Из 1943 по 1947 год она работает в Якутском драматическом театре. С 1948 по 1955 годы воспитателем детского сада в селе Мандагае Чураптинского района. Вышла замуж за любимого человека. Вместе с мужем воспитали 11 детей и 17 внуков. Участница многих творческих конкурсов, Семенова Пелагея Петровна в работе «Сквозь невзгоды войны выжили, чтобы жить» изображает полный портрет Гаврилевой Ксении Васильевны, уроженки села Булгунихтах. Девушка в 1938 году поступает в культпросветучилище и по окончании второго курса зачисляется в первый курс национальной группы в Ленинградский театральный институт. Годы студенчества были самыми лучшими годами. Во время блокады вела дневник, который сохранился в ее семье. Она писала о просмотренных спектаклях, занятиях, о начале войны. И эти записи в дальнейшем стали доказательством тех трагических дней. После окончания войны не стала продолжать актерскую карьеру. Поступила в юридическую школу, работала нотариусом в Амге. Вышла замуж, вырастила 3 детей, помогла всем получить образование и стать достойными людьми. В картине «Вечная любовь» Меры Семеновны Гаврилевой рассказывается о вечной любви 2 молодых людей – Макара и Насти. Гаврилев Макар Михайлович, родом из Барчаган, появился на свет в 1919 году в местности Берте западно-Кангаласского улуса.
В семье было 4 сыновей и 1 дочь. Макар учился в школе с Георгием Борисовым. Вместе в 1 год они поступили в Якутскую студию театрального института. Высокий, худощавого телосложения, красивый молодой человек был влюблен в однокурсницу Настю Ларионову. Молодые люди учились с упоением, мечтали стать артистами, строили новую жизнь. Но в скором времени Макара вместе с 2 однокурсниками по доносу завербованного НКВД человека арестовывают. Всем 3 были предъявлены обвинения, и их отправили в разные лагеря. Механизм колеса репрессии не щадила ни юность, ни талант, ни искреннюю преданность Родине. В этот трагический период времени навсегда были затеряны следы студента театрального института. Александрова Пелагея Петровна в картине «Сбывшаяся мечта» пишет о тяжелой жизни Федотова Ивана Петровича. Иван родился 23 декабря 1923 года. 15-летним подростком поступает на работу в Якутский драматический театр. Летом 1940 года 34 молодых якутянина, пройдя строгий отбор комиссии в Якутске, были зачислены в Якутскую студию Ленинградского театрального института имени Островского. Среди них был и совсем юный Иван Федотов. Он мечтал стать артистом, но помешала война, и в первые дни войны юноша записался добровольцем на фронт. На войне попал в плен. После войны был освобожден с концентрационного лагеря в Польше и долгие годы работал в школах Средней Азии учителем русского языка. Ивану не суждено было воплотить свою самую заветную мечту – стать артистом и служить высокому искусству. Несбывшуюся мечту старшего брата воплотил в жизнь его родной брат Спартак Петрович Федотов, народный артист Республики Саха-Якутия. Он окончил Щепкинское театральное училище, плодотворно работал в театрах республики, снимался во многих российских художественных фильмах. В картине Семеновой Галины Дмитриевны Петр Наговицын изображен родной дядя краеведа Прокопия Романовича Наговицына. Петр Прокопьевич Наговицын родился в 1919 году в Адунском наследии Горного Улуса. До отъезда на учебу в Ленинград работал учителем в Немигюнской школе. С первых дней войны ушел на фронт. Осенью 1941 года сражался на обороне Невского пятачка. Сентябрь 1941 года был месяцем самых напряженных боев с фашистами, вплотную подступившими к Ленинграду. Почти беспрерывно на его защитников обрушивались тысячи снарядов и бомб. На крохотном плацдарме Невского пятачка бок о бок сражались пограничники, ладожские и балтийские моряки, рабочие ополченцы, бойцы Красной армии. Осенью 1941 года на знаменитом Невском пятачке сражался и отец президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, матрос Владимир Спиридонович Путин. В одном из ожесточенных боев Петр пропал без вести. До недавнего времени Петр Прокопьевич Наговицын считался без вести пропавшим. Но в 2019 году родственники нашли место его захоронения на Невском пятачке, на клочке земли ценою в жизнь. Скрябина Наталья Егоровна рассказывает о трагической судьбе Евдокии Самсоновой. Студия ленинградских якутов «Могучая студия» просуществовала всего 1,5 года. И на дальнейшую творческую судьбу Евдокии война поставила большую печать. Оказавшись в блокаде, она со всеми жителями города участвовала в обороне Ленинграда.
из полуразрушенного города в феврале 1942 года 8 истощенных девушек при помощи института сумели переправиться по дороге жизни через Ладожское озеро. До родины добрались все, кроме Дуси Самсоновой. По пути на родину теряется след Дуси. По рассказам знакомых, Дуся собиралась улететь с близкими подругами с педагогического института имени Герцена на Большую Землю. Но самолет был обстрелян. Все, кто летели в нем, погибли. На этом заканчивается трагическая судьба уроженки Немюнского наслега Самсоновой Евдокии Петровны. Их было 34. Молодых, красивых, подающих большие надежды. Первые ростки якутской интеллигенции. Но война разрушила их жизнь. На полях сражений остались 7 прекрасных парней. 7 девушек пережили блокаду. 3 парней попали под колесо репрессий. 6 умерли с голоду. 5 вернулись с войны. Война принесла горе и страдания в каждую семью, и наш долг сберечь и передать потомкам память о земляках, чтобы последующие поколения знали, какой ценой была завоевана Великая Победа.